Археологи Института гуманитарных исследований подводят итоги сезона. 2015 год для сотрудников института принес немало интереснейших находок. Каких именно, расскажет Афанасий Николаев. Начиная керамикой из мезолита, заканчивая украшениями 19 века. В фондах Института гуманитарных исследований тысячи единиц хранения. И 2015 год значительно обогатил коллекцию. За минувший сезон якутские археологи провели несколько очень результативных исследований. Одним из самых удивительных объектов является могильник в Хангаласском районе. Там удалось изучить две могилы. Одна из них принадлежит состоятельному мужчине. В захоронении найдены серьги и кольцо. При нем еще была вот такая печатка. Узор на этой печатке у нас трактуется как вот символ власти. То есть, возможно, он был таким, ну, чуть ли не главным в роду, что ли. Что-то можно так можно интерпретировать. На том же захоронении была обнаружена еще одна ценнейшая могила. Обеспеченные женщины в погребальном платье с курительной трубкой, украшениями и даже в шелковой рубашке. Открываются вот ярмарки на Дальнем Востоке, и оттуда вот завозится китайский шелк у нас, к нам в Якутии в 18 веке. И, соответственно, верхушка общества 17-18 веков могла себе позволить шелковую одежду, шелковый сарафан, рубашки и другие элементы одежды. Сейчас все находки подвергают тщательному анализу для установления точной даты изготовления и материалов. Каждый артефакт позволяет по-новому взглянуть на жизненный уклад и традиции народа. В погребениях мы часто находим вот сломанные ножи, предметы, согнутые ножи, к примеру. Это говорит о традиции умерщвления предмета. То есть, чтобы предмет не нанес вреда живым, или чтобы душа предмета перешла вместе с усопшим в мир иной, предмет преднамеренно ломали. В следующем году археологи ИГИ планируют сразу несколько крупных раскопок как по каменному веку, так и по средневековью. Афанасий Николаев, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутск.